Одарить теплом и заботой бездомных животных. В алданском приюте «Кошкин дом» сегодня насчитывается более 100 подопечных. Здесь благотворительность не всегда бывает в почете. И пожертвований порой совсем мало. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Труд волонтеров тяжел и не всегда благодарен. Жительница Алдана Зоя Котлова с этим утверждением не согласна. Если желание помогать идет от сердца, то все трудности преодолимы, считает женщина. Зоя – волонтер приюта «Кошкин дом», действующего при фонде помощи бездомным животным. В фонде состоит около 200 человек. Как-то у нас, знаете, очень много маленьких девочек, там, подростков, которые уже школу там заканчивают и все остальное. Как бы в этом плане молодцы. Есть пожилые женщины, есть у нас и ребята молодые. Первым подопечным «Кошкин дом» открыл двери в прошлом году. Сначала усатых-полосатых насчитывалось около 2 десятков. К Новому году их количество приблизилось к 100. Кому-то удается найти хозяев, но свято место пусто не бывает, и число мурок не уменьшается. Накормить голодное животное и вылечить его раны несложно. Однако бродяжек стаи, и волонтерам приходится уповать только на отклик человечности в обществе. Иногда им вот на сегодняшний день даже нету кошкам нашим еды, да, потому что сборы были маленькие, и как бы сами со своих денег это все покупаем. Официально фонд помощи бездомным животным образовался на добровольческих началах несколько месяцев назад. Однако благим делом спасения братьев меньших неравнодушные люди занимаются несколько лет. Да, в общем-то, люди молодцы, большие довольно-таки. Хоть кто-то проявил заботу о бездомных животных. По Кошкиному дому регулярно они стерилизуют кошек, то есть армия бездомных котят становится меньше и меньше. Горстка корма или мешок наполнителя, помощь в поиске хозяев и оплата услуг ветеринара. Волонтеры Кошкиного дома рады любой помощи. А самое главное желание добровольцев заключается в том, чтобы люди стали добрее. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.